Описание того, по каким критериям лезгины избирали себе правителя, известие о городе Кубе. Как видели и слышали, дворов с 600. И народ очень вольный, и своего государя не почитают и не слушают, хан у них определяется именем Шаховым, только народ тутошний приемлет такова себе за хана, который имеет наследство по отце или по деде, которые тут ханами бывали, или кто причинен свойством их поколению, того и выберут себе на ханство. Лопухин, журнал «Путешествие через Дагестан», 1718. Собственно, опора и привилегированные общества кубинских ханов, горные Магалы, Юхарыбашский, Анахдаринский, Ханалыкский и Будукский, граничащие с некоторыми из вольных народов лезгинского племени с провинциями Шикинскую и Ширванскую, не только были свободны от податей и повинностей, но, напротив, часто пользовались от хана подарками, потому что, будучи воинственного духа, они составляли всегда опору ханов при раздорах с соседями. Кроме того, множество разного звания людей освобождались пожизненно и даже с потомством от податей и повинностей. Обозрение российских владений за Кавказом, часть 4, Санкт-Петербург, 1836.